Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Каких подарков ждать вам от судьбы? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками, пусть скрытым то, что сейчас скрыто, то, о чем же я должна знать. Так, подарочки от судьбы. Ну, во-первых, здесь вышла вам кошачья лапка. Кошачья лапка с правой стороны и с левой стороны. Это хороший знак. Это знак того, что вам будут даны и сила, и мудрость, и умение, и возможности обойти все неприятные моменты. И всех неприятных людей. Знаете, как обострятся ваши чувства, и вы прям такой мягкой поступью, с какими-то минимальными затратами, с минимальными усилиями будете добиваться, получать и иметь все то, что вы хотите. Но это как способность, да? Ваша новая способность, которая вам будет подарена судьбой. Хороший на самом деле знак. Смотрите, и слева, и справа. Дальше, мои хорошие, смотрите, здесь вам будут даны какие-то важные инструменты. Не даны, а подарены. Правильно, подарены. С левой стороны вы получаете. То есть инструменты, за которые вам не нужно ни платить, ни что-то делать, ни кого-то благодарить. Эти инструменты будут вам помогать зарабатывать. Да? Либо начать зарабатывать, либо больше зарабатывать. Больше, чем уже вы имеете. Очень хороший знак. Прекрасный знак, и еще и с левой стороны, то есть легко, просто, без лишнего какого-то напряжения вы начнете зарабатывать благодаря вот этим инструментам. Дальше. Здесь у вас показан человек, который вам предлагает свою дружбу. Человек очень верный и преданный. Человек, который, знаете, и в огонь, и в воду за вами пойдет. И на руках вас с любого места вынесет. Человек сам по себе благороден, вот это качество его души, благородство. И таких друзей, таких подруг у вас, в принципе, никогда не было. Вот настолько верных, настолько преданных, настолько вот ничего взамен не просящих, не требующих. Такой вот друг у вас появится, как подарок судьбы. Так, с левой стороны. Здесь как в клетку кто-то попадает, в клетку. Как закрывают какого-то человека. Человек, может быть, и в прямом смысле слова попадет в заключение, а может быть, попадет в такие ограничения, когда уже до вас, как говорится, не дотянется. Человек вам неприятен, человек, возможно, создавал вам какие-то угрозы, проблемы. Вот в клетку попал. Вы это будете принимать как подарок судьбы. Причем, смотрите, тут ангел такой, злой ангел, держит этого человека в клетке. Так, дальше. Здесь возвращение домой человека, за которого вы просили, либо которого вы хотели видеть, причем видеть рядом с собой. Вот кто-то вернется, и почему-то вот идет именно домой. Может быть, в ваш дом, может быть, в свой дом человек вернется, но человек точно вернется. Хоть и медленно это все будет происходить, но верно. Да? Человек возвращается, и вы воспринимаете это тоже как подарок судьбы. Дальше какой-то документ, бумажка, на ней что-то написано. Написано то, что вас очень-очень сильно обрадует. Написано то, во что вам сложно будет поверить. Да, вы этого хотели, но почему-то были 100% уверены, что у вас этого не будет. Вот такой документ вы получите. Причем получите уже совсем скоро, буквально вот несколько периодов времени, и вы это получаете, 2 недели, 2 месяца, но документ у вас точно будет. Так, еще какая-то тайна вам раскроется, тайна, которая не давала вам покоя, либо не позволяла вам что-то, может быть, добиться, получить. Как
не хватало вам информации, не хватало, да, знаний не хватало, ну как тайна. Это для вас откроется, откроет вам ее женщина. Вот и расскажет, и объяснит, и у вас все сложится. Либо вы успокоитесь, либо вы наконец-таки восполните этот пробел в знаниях и получите, добьетесь того, чего хотели. Так, еще какая-то очень большая массивная дверь перед вами распахнется. Дверь как возможность, дверь как желаемая цель. Очень много людей туда хотят попасть, но не перед всеми эта дверь открывается, а вот перед вами она 100% откроется. Так, здесь у меня птичка села на гнездо. Одна птичка на гнезде сидит, яички высиживает, а вторая, смотрите, вон летает вокруг, наверное, охотится. Еду добывает. Очень хороший знак, который обещает вам семью, семейное счастье, жить в удовольствии со своим любимым человеком, правильное распределение обязанностей, которое всех устраивает. Здесь как идиллия, любовь, такое семейное гнездышко у вас выходит. Если вы уже семья и нашли своего любимого человека, то здесь место, где вы сможете жить, где вы сможете друг друга любить, где вы сможете растить, воспитывать своих детей. Гнездышко небольшое, но очень теплое и очень-очень уютное. И локация этого гнездышка, она прям в центре нашей отсыпки. Это тоже очень хороший знак. Знак того, что вы будете ощущать себя в центре, не где-то там на отшибе, не в каком-то неблагополучном районе. Наоборот, вот в хорошем месте вы находитесь. События происходят вокруг вас. Вот хороший знак. Дальше. Огромная птица летит слева. Птица как вестник крутых перемен. Такие птицы обычно показывают новости, вести глобального масштаба, глобального, да, в рамках, например, вашего города, вашей страны, земного шара, в конце концов. Огромная птица и очень такие новости необычные, головокружительные, я бы даже сказала. Что-то резко будет меняться. И причем меняться в лучшую сторону, не в худшую, в лучшую сторону. На вас это тоже отразится чем-то благополучным, хорошим, либо даже какой-то возможностью для вас. Значит, птица хорошая, летит она низко, но это будет. Может быть, до поры до времени люди даже как-то будут скрывать эту информацию, да, ее не будут публиковать, либо будут пытаться опротестовать эту информацию. Но тем не менее, то, что случится, оно повлияет на всех, и особенно на вас в каком-то положительном ключе. Здесь даже подарок судьбы не только для вас, но и для людей, которые рядом с вами проживают, в вашем городе, в вашей стране. Там, в принципе, на всех людей, да, кто в мире проживает. Необычная птица. Такие птицы крайне редко тоже на отсыпки ко мне залетают. Дальше. Крючок, с которого вы сможете сорваться. Ну, по крючку это какие-то зависимости, либо зависимые ситуации, да, когда вы ничего не можете с этим поделать, вы висите на этом крючке, болтаете ножками. Кто страдал от вредных привычек, поверьте, судьба вам поможет. Это будет подарком избавления от вредных привычек. Кто был в зависимой ситуации, здесь вы просто меняетесь местами. Видите, этот крючок перевернулся, и вы как слезаете с этого крючка, да, а тот, кто вас туда подвесил, скорее всего, в него и вопнется этот крючок. То есть и как местами меняетесь. Тоже хороший знак. Смотрите, здесь звезда, которая обещает вам исполнение какой-то вашей мечты, какого-то вашего желания. Долго вы к этому шли, тут у вас какие-то проблемы были, очень сильно вы расстраивались из-за того, что мечта не исполняется. Кто-то уже был без 5 минут у исполнения этой мечты, но вот не случилось, не сошлось. А тут, видите, само по себе происходит. Как будто бы ваша какая-то давнишняя мечта вот вас находит и исполняется прямо у вас перед глазами. Хороший момент, с правой стороны идет. Так, еще здесь мужчина и женщина очень счастливы тому, что у них будет ребенок. Скорее всего, вот семья, которая мечтала о детях, может быть, были какие-то проблемы с этим, да, с зачатием, с беременностью. Здесь с правой стороны вы выходите
женщина беременна, мужчина держит руками ее живот, мужчина очень нервный, очень переживательный, а женщина будет спокойна. Она прям чувствует, что в этот раз все будет хорошо, все будет замечательно. Да? Это действительно очень хорошая, такая удачная, счастливая, легкая беременность идет. Ну и, соответственно, роды тоже будут очень легкими. Так, дальше. Здесь какой-то мужчина. Здесь мужчина вам что-то либо дарит, либо отдает, либо выдает. Для вас это будет подарком, потому что мужчина никогда не был щедр. Мужчина этот никогда ничего вам не давал, не выдавал, а может быть наоборот даже как-то вас обижал. А видите как? Теперь все меняется, и человек вам прям просто на двух руках, да, вот так предлагает, говорит: на, возьми, пожалуйста, пусть это будет твое, пусть тебе достанется. Кстати, по таким знакам еще и наследство может отыграться. Наследство, причем от какого-то там очень дальнего и жадного родственника. В любом случае вы будете очень-очень этому довольны, очень довольны. Так, еще здесь есть черепаха, черепаха, которая ползет в гору, и в правую сторону она ползет. Это укрепление вашего здоровья, и это долголетие, 100%. Знаете, всегда черепаха именно в таком положении, состоянии, всегда отыгрывается долголетие. Крепкое здоровье и долголетие. Так, и еще здесь предложение, признание от того, кто вам очень-очень нравится. Здесь для вас подарком судьбы будет это взаимность, взаимность от человека и действия человека в вашу сторону. То есть человек вам предлагает вам чашу любви. Да? Мужчина делает вам предложение. Вы все девочки разные, у каждой, конечно, по-своему отыграется, и каждый свое мужчина будет предлагать, но у вас голова от счастья будет кружиться в этот момент. Это просто шикарный подарок судьбы, который касается именно вашего личного счастья. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.